В эфире новости экономики на Якутия-24 в студии Нургуяна Иванова. В Якутии семьям пенсионеров и инвалидов компенсируют плату за капремонт. Соответствующую поправку в республиканский закон приняли народные депутаты республики в ходе пленарного заседания. Изменения касаются семей, в которых совместно проживают неработающие пенсионеры, достигшие 70 лет, и инвалиды первой или второй группы. Их добавили к категории получателей компенсации на оплату капремонта в многоквартирном доме. При достижении возраста 70 лет члены таких семей будут получать льготу в размере 50%, а при достижении возраста 80 лет 100% компенсацию по оплате взносов. По предварительным расчетам, изменения в закон коснутся дополнительно более 200 якутян. В этом году на оказание данной соцподдержки из федерального и республиканского бюджетов планируется выделить 6 миллионов 400 тысяч рублей. Правительство Российской Федерации в ближайшее время примет решение о выделении еще 5 миллиардов 2 миллионов рублей на субсидированные авиаперевозки на Дальний Восток. На эти цели изначально было профинансировано 2 миллиарда 8 миллионов рублей. Сумма будет увеличена практически в 3 раза. У нас там появились новые категории льготников, которые попадают под субсидированные перевозки. Но пока конца емкости рынка и количество людей, которые захотят воспользоваться услугой, не знаем. Но в 3 раза эти деньги будут увеличены. Это решение будет принято в самое ближайшее время, сказал вице-премьер, полпред президента Российской Федерации на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Реализация национальных проектов в Якутии поспособствует снижению уровня бедности в регионе. Об этом сказал руководитель Кабинета министров республики Владимир Солодов. По его словам, снижение уровня бедности стоит первоочередной задачей для правительства Якутии. Несмотря на то, что регион имеет статус первой экономики Дальнего Востока, отмечается довольно высокий уровень бедности. Он составляет 20%. К 2024 году этот показатель должен снизиться до 10%. По словам премьер-министра, за чертой бедности проживает каждый 4-й житель якутского села. Много семей, проживающих за чертой бедности, это семьи с детьми. А целый ряд направлений нацпроектов направленных именно на это. В рамках проекта по образованию мы планируем решить вопрос с доступностью дошкольного образования и для детей от 1,5 до 3 лет. 100% детей до 3 лет смогут иметь возможность ходить в детские садики уже к 2021 году. Другое направление – это демография. Мы будем осуществлять и наращивать меры поддержки для семей с детьми. Существенные выплаты будут приходиться на 1-го, на 2-го, на 3-го ребенка. Так, уже в 2019 году 4004 семей получат единовременную выплату на рождение 1-го ребенка и примерно такое же количество на 2-го и 3-го. Серьезные средства на это также будут направлены. Мы уверены, что это позволит нам начать решать задачу сокращения бедности и двигаться к тому целевому индикатору, который перед нами поставлен. Начиная со следующего года в Якутии начнется работа по строительству и реконструкции дорог муниципального и регионального значения. В рамках реализации национальных проектов в Якутии был утвержден специальный проект «Безопасные и качественные автодороги». Он подразумевает строительство и реконструкцию порядка 1200 километров дорог. Речь идет о дорогах города Якутска и дорогах, которые связывают населенные пункты республики. В общей сложности на эти цели планируется направить почти 35 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов. В этом году по Якутску уже объявлен конкурс на строительство 38 дорог, порядка 110 будут реконструированы. В Нерюнгри зарегистрирована самая низкая стоимость минимального набора продуктов в Якутии. Там стоимость условного набора продуктов питания составила 5274 рубля, когда в среднем по республике стоимость продуктовой корзины составила 6457 рублей. С начала года она повысилась на 2,5%. Самая максимальная величина стоимости набора была зарегистрирована в поселке Зырянка Верхнеколымского района. Что касается столицы республики, то стоимость набора составила 6663 рубля. Тарифы на обслуживание российских авиакомпаний в аэропортах предприятия «Аэропорты Севера» увеличились в пределах 10%. Как следует из приказа Федеральной антимонопольной службы, сбор за взлет-посадку вырос более чем на 4%, до 2440
рублей за 1 тонну максимальной взлетной массы воздушного судна. Сбор за обеспечение авиационной безопасности на 9,9%. Тариф на обеспечение заправки воздушного судна авиационным топливом на 2,2% и составили 3350 рублей за тонну. Прежними остались сбор за стоянку, сбор за предоставление аэровокзального комплекса, тариф на обслуживание пассажиров, тариф на хранение авиационного топлива. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.